милдетим деле жок болчу, бирок ушунчалык биздин өлкөдө калыстуулук бар экенине бүгүн абдан ишендим. Себеби деген биздин каралган ишибиз биздин пайдабызга чечилди да. Ошон үчүн абдан ушу бүгүнкү караган соттордун намына абдан чоң ыраазычылык билдирсем, себеби абдан калыс карап беришти. Мен бардыгына айта берем, что дагы бир райондон же городдон утулсаңар дагы ар дайым ишенгиле, что жогорку соттон баары бир силерди калыс карап берип, ушунчалык бир чындык чыгат экен да. Ошон үчүн абдан бүгүн ушунчалык ыраазычылык билдирсем, бардык особенно жогорку соттун ушу судьяларына бардыгыңыздарга чоң рахмат айтат элем. В наше время сегодня я участвовала как доверенное лицо, представитель истца пострадавшей части. Вот. Дело в том, что тема такая. Вот сейчас самый больной вопрос – это квартира. УМИ при мэрии выселяли истца, то есть на выселение была тема. Первая инстанция, вторая инстанция УМИ, у них было как бы общее определение выселить. Потом мы пришли в октябрь, то есть в Верховный суд, и у нас не было надежды, что они вынесут решение в нашу пользу. Мы даже не ожидали, потому что обычно же по первой и второй инстанции оставляет в силе. И вот, правда, 2 раза было трение, но так как мы не ожидали, были разочарованы постоянно, всегда. И изначально я уже 10 лет с УМИ работаю, с судами, да, и в течение 10 лет ни разу не было, чтобы судьи сторону УМИ не поддерживали. И это вот первый раз сегодня мы сталкиваемся, мы вообще не думали, что справедливость восторжествует в пользу простого гражданина. И всегда, когда это Садыр Нургожевич говорил, нет, справедливо должны вынести и так далее. Сейчас суды другие, я даже не диктую, никто не диктует, они сами себе предоставлены. Мы не верили. Мы сегодня шли, и мы уверены были, что опять проиграем. И вот сегодня судья-председатель Сейдахматова Аида Асанбековна, докладчик Асанова Нургуль Молдабекова и Кулматова Дильбар Сабировна, они совместно, втроем, в 2 трениях, да, или в трении, или как с перерывами, пришли к справедливому решению и отменили, отправили в первую инстанцию это решение первой инстанции и решение второй инстанции. Я бы хотела в итоге сказать, что все-таки справедливость, оказывается, честность для граждан есть, и это все надо делать в рамках закона. Все-таки с судами надо работать.